Предлагаем свежие новости Академии наук Якутии за октябрь 2023 года. Научно-популярный журнал «Наука и техника в Якутии», курируемый Академией наук Якутии, попал в число 5 номинантов Всероссийской премии «За верность науке» по специальному призу имени Даниила Гранина. Поздравляем редакционную коллегию журнала и ее главного редактора, действительного члена Национальной академии наук Республики Саха-Якутия, профессора Виктора Васильевича Шепелева. Желаем журналу, популяризирующему более 20 лет научные знания по нашему уникальному региону «Дыхание двух океанов», новых творческих высот. Первое место заняла это мультимедийные проекты, публицистические материалы о научных разработках России из информационного агентства ТАСС. Второе место заняла серия книг, публикаций, монографий Николая Ивановича Вавилова в его время. Ну, видимо, там авторский коллектив. Это научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени Афанасьева. С 13 сентября по 25 сентября первый тур. 29 сентября подведение итогов голосования в первом туре и публикация шорт-листов. Мы вошли в шорт-листы. Даниил Гранин знаете все, да? Великолепный писатель, прошедший войну, имевший, ранения, автор великолепных книг про ученых «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр» и так далее. Очень с восхищением относился всегда к науке, но в последнем в жизни интервью, он сказал, что когда вот наука стала, в общем-то, работать только на себя, только результатами считается только публикация, опубликованная в научных журналах и даже за рубежом, он, в общем-то, я как-то разочаровался. Не столько в ученых, сколько в организации науки. Коллектива института, вот с таким признанием журнала, я не побоюсь сказать этих слов, и хочу поблагодарить и в присутствии всех вас и Виктора Васильевича, который ведет большую работу, и, конечно же, весь коллектив, без которого создание этого журнала, жизнь этого журнала, она практически невозможна. Поэтому вот примите слова, вот честно, самой искренней благодарности вам. Я вам всем желаю здоровья, успехов. И я не сомневаюсь, что мы с вами выиграем этот приз. У нас с вами. У меня сочетание к этому, что поскольку сейчас вот много идет разговоров по увековечению памяти первого нашего президента республики, вот маленькую ремарочку в следующем номере сделать, что или там есть, что журнал «Основа». И не «Основа», а по инициативе. Начал издаваться по инициативе. Еще раз можешь пожелать вам всем здоровья. Спасибо вам. Самое главное сказать, спасибо вам за ваш вот этот труд. Подразделения Академии наук Якутии и представители НОТ «Север» приняли активное участие в федеральном фестивале науки «Наука 0+», одном из крупнейших мероприятий десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. На территории Республики Саха популяризация научных знаний – одна из важнейших задач Национальной академии наук. Вчера, 21 октября, в Центре спортивной подготовки «Триумф» в рамках отмеченного десятилетия Года педагога и наставника грядущего 300-летия Российской академии наук проведена интерактивная сессия для школьников и взрослых. Подготовлены 98 экспозиций. Это викторины, научные шоу, выставки, научные мастерские, мастер-классы и виртуальные лаборатории. Предлагаем видеосюжет по данному событию. Научно-образовательный центр мирового уровня «Север. Территория устойчивого развития» в этом году был признан НОТС мирового уровня устойчивого развития. Соответственно, мы попали во вторую группу. Мы сделали значительный рывок с 14 места во вторую группу, а значит, наши участники получают грант
в размере 121 миллион рублей уже в этом году. На текущий момент времени мы объединяем 23 научные организации, 9 университетов, 23 индустриальных партнера. И мы не останавливаемся на привлечении новых технологий, новых участников, которые работают на благо Республики Саха-Якутия, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской областей и также Чукотского автономного округа. Сегодня мы представляем ряд наших технологий, которыми гордимся, которыми готовы поделиться и которые наиболее лучшим образом отражают эффект, вклад в развитие, социально-экономическое развитие регионов. Вы можете наблюдать полимерные изделия, которые применяются в арктических условиях. Можно также познакомиться с бионефтесорбентами, которые будут применяться уже в следующем году на судне «Днепр» в Булунском районе. Можно также познакомиться с разработками МГТУ имени Баумана в части антипожара и проекта «Хвоя». Это разработки, которые позволяют тушить пожар даже при температуре в минус 50 градусов. Добрый день, меня зовут Нестерова Екатерина Алексеевна. Я младший научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны. Академия наук, отдел изучения мамонтовой фауны представляет экспозицию. Да? Можете обратить, на нашей экспозиции представлены уникальные находки, такие как бизон, да, шерстистый. Это довольно крупная особь. Находку нашли на территории Якутии, в Верхоянии. Следующая уникальная находка – это у нас шерстистый мамонтенок, да, с имеющимися молочными бивнями, молочными зубами. Это у нас наши уникальные находки также представлены вот на нашем стенде. Да. Отдел занимается уникальными находками, поисками уникальных находок на территории Якутии, занимается картографированием. Да, полевые экспедиции были успешными. В этом году было найдено много интересных, уникальных находок, которые внесут свой большой вклад в мир науки. Ребятам очень интересно, где были найдены ископаемые остатки, как обитали животные того времени, какого возраста, как погибли. То есть вопросов бывает очень много. Посетителей на фестивале большое количество, ну и заинтересованных очень много. На этой выставке мы представляем разработки совместно МГТУ имени Баумана с НОТ «Север», которые реализованы в интересах Республики Саха-Якутия. В частности, это разработка низкозастывающей жидкости для тушения пожаров в экстремально низких температурах. Наша жидкость остается жидкой, как бы странно ни звучало, при температурах вплоть до минус 55 градусов, тем самым помогая пожарным ликвидировать нештатные ситуации. В частности, мы можем тем самым снизить время ликвидации пожара с 5-6 часов среднее время для зимнего периода года до часа-полтора. Также мы представляем разработку, связанную с ликвидацией и предупреждением пожаров в лесах. В частности, обладающие эти средства пиробарьерными свойствами, то есть не только может тушить, но и создавать предварительную защиту для распространения пожара.